Хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ля яшрабанна ахадукум каима». Пусть никто не пьет из вас стоя. Хадис, который передал имам Муслим. «Ля яшрабанна». Пусть никто из вас не пьет. Это запрет, который подтверждается здесь буквой, которая называется нуну таукид. То есть буква нун в конце, которая утверждает, подтверждает сказано. «Ля яшрабанна», то есть ни в коем случае пусть никто не пьет из вас стоя. То есть сидя, если человек пьет, можно. Стоя нельзя. Стоя нельзя. Пророк алейхиссалям запретил это. И передано от Анаса, что заджара аешраба раджуль каима. Заджара. В версии Анаса сказано заджара. То есть строго запретил пророк алейхиссалям человеку пить стоя. Это указывает на запретность. Но многие ученые говорят, что это не харам, а это макрух. Это нежелательно. Почему? Потому что есть некоторые доводы, которые указывают на то, что пророк алейхиссалям пил иногда стоя. А именно, пил воду замзам стоя, и передано, что он выпил из бурдюка стоя. Выпил из бурдюка стоя. Если было харам, говорят они, эти ученые, харам дозволяется только когда есть дарура, то есть крайняя необходимость. Аллах субхану ва тааля говорит: «Укад фассаля лакум ма харрама алейкум илля ма туриртум илей». Он разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не вынуждены, не принуждены к этому. Поэтому эти ученые говорят, что правильно, что это макрух, это нежелательно, но эта нежелательность очень строгая нежелательность. Очень строгая нежелательность. Как бы то ни было, какие выводы из этого хадиса? Запрещенность на питье стоя. Сейчас мы сказали с вами, что есть разногласия. Это харам, в значении, что если харам, значит человек, сделав это, получает грех. Или это нежелательно и очень строго это нежелательность. Мы сказали, есть разногласия, но хадисы, доводы указывают на силу мнения о том, что это запрещено. О том, что это харам. Потому что у Муслима, у Ахмада передано от Анаса: «Набия, саллаллаху салям, заджара ани шурби кайма». Пророк алейхиссалям строго запретил заджара от питья стоя. И говорит шейх Альбани в Сихах ас-Сахиха, он говорит, этот запрет, очевидно, указывает на запрещенность строгую, то есть, что это харам, если нет для этого уважительной причины. Есть много хадисов, которые указывают на то, что пророк алейхиссалям пил стоя, но совместить можно как? Что была какая-то причина для этого уважительная, как, например, было тесно. Хорошо. Или, например, бурдюк, он был подвешен, как это сказано в некоторых хадисах, указывается на это. То есть, почему пророк иногда это делал? Потому что невозможно было сесть, тесно было, или подвешен был бурдюк. Абу Заяд ат-Тахану сказал: я слышал, как Абу Хурейра говорил от пророка алейхиссалям: «Аннау раа раджулян яшрабу каима». Смотрите, пророк алейхиссалям увидел одного человека, который пил стоя. Факаля лаху ких, сказал ему: изрыгни это. То есть то, что ты выпил. Тот сказал: почему? Пророк алейхиссалям сказал ему: «Айшурука яшраба ма'ака аль-хир». Тебе бы хотелось, чтобы вместе с тобой пила кошка? Он сказал: нет. Пророк алейхиссалям сказал: «Фаинну кад шариба ма'ак ман хуа шаррун минху аш-шайтан». Поистине с тобой пил тот, кто хуже, чем кошка. Шейтан. И снат этот хадис достоверный, приводится Муатта у Малика и у имама Ахмада. Дальше приводится хадис от Абу Хурейра, ради Аллаху та'аля, о том, что пророк алейхиссалям сказал: «Лау я'ламу аллази яшрабу ва хуа каима фи батнихи ластака». Если бы тот, кто выпил стоя, знал, что у него внутри, он бы вырвал. Эти все тексты указывают на что? На строгую запрещенность, на то, что это харам. А если посмотреть хадисы, где пророк алейхиссалям делал это, то мы увидим, что там были какие-то причины для этого. Какие-то были причины для этого. Либо бурдюк был подвешен бурдюк, и поэтому пророк алейхиссалям, он что, не мог сесть, чтобы выпить. Или воду замзам, мы знаем, что вокруг Масджид аль-Харам бывает много людей, там сесть очень трудно. Поэтому что мы скажем? Да, делать этого нельзя, но если нет в этом какой-то нужды. Если, например, тесно, толкотня, много людей, особенно в сезон хаджа, посмотрите, кто был в Масджид аль-Харам. Сесть там практически невозможно, чтобы выпить замзам. Человек, если пьет замзам там, это можно, потому что есть нужда.
Пророк, алейхиссалам, так делал. Или, например, какая-то установка холодильная там, или как она называется, откуда идет вода. Человек хочет пить, а сосуда нет у него, чтобы набрать воду, сесть, выпить. И он вынужден поэтому пить вот с этого фонтанчика, из этого краника, стоя. В таком случае тоже можно, потому что есть нужда. И последний вывод из этого хадиса. Исламский шариат, он не ограничивается только обрядами поклонения, как некоторые думают. Исламский шариат, он вообще регулирует всю жизнь человека. Не только отношения человека с Аллахом, субхану ва тааля, а всю жизнь раба, всю жизнь людей, их отношения друг с другом, и даже в том, что касается еды, питья. Исламский шариат объемлет все стороны жизни человека. Все, в чем нуждаются люди, в том, что касается их мирской жизни, в том, что касается их вечной жизни, их религии, шариат разъясняет это, объясняет это. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Аллах субхану ва тааля говорит, мы не спасали тебе Писание тибьяна ликулли шей, как разъяснение всему. Разъяснение всему. Разъясняет шариат, как одеваться нужно, нормы надевания одежды или, наоборот, снятия одежды и так далее, обуви. Разъясняет, да, разъясняет. И это разъясняет.